Предприниматели города Мирного строят приходской дом для Свято-Троицкого храма. Причем и материалы, и строительные инструменты – все приобретается за собственный счет. Кто и зачем жертвует деньги и личное время на церковные нужды, узнала корреспондент телерадиокомпании «Алмазный край» Елизавета Кочетова. Бизнесмены, которые возводят церкви, помогают приходам и православным организациям, сейчас не редкость. Все больше состоятельных людей занимаются благотворительностью. Есть такие предприниматели и в Мирном. Василий Жолоб и Мирослав Лисько строят приходской дом для Свято-Троицкого храма. Василий Алексеевич Жолоб, он сам предложил эту идею, говорит, ну давайте, чтобы что-то не лепить уже из того старого здания, которое есть, которое было уже очень ветхое, которое было, ну, в какой-то мере, ну, просто уже подлежало сносу. Он говорит, давайте мы его сносим и не сразу, потихоньку, но мы начнем строить добротное каменное здание, которое будет стоять на века. Предприниматель Василий Жолоб, как и его коллега Мирослав Лисько, прихожане храма Святой Троицы. Каждый из них ответил на главный вопрос «Зачем?». Движущей силой для этих людей, конечно, остается вера. Делать людям добро, это, думаю, для каждого человека это очень важно. И что-то после себя оставить. Храмы Сунтара и Ленска закрыли еще до войны. 60 лет на территории Западной Якутии не совершалось богослужений. Первая литургия с причастием прошла 14 октября 1994 года в маленькой деревянной церкви на улице Гагарина. Само это место, оно, я бы даже сказал, историческое не только для города Мирного, но и для всей Западной Якутии. Потому что именно на этом месте стоял первый приспособленный храм. И в этом храме прошла первая божественная литургия, первое причастие во всей Западной Якутии в новейшей истории. Библиотека, жилье для священников, гостиная для проживания нуждающихся. В конце этого года у прихода будет свое отдельное помещение для бытовых нужд. На этом добрые дела Василия Жолоба и Мирослава Лисько не заканчиваются. Они уже приступили к строительству нового храма. В Чернышевске мы только отбурили свайное поле на данный момент и будем приступать к нулевому циклу. Финансирует Якутская энерго. Наша работа, люди, строители, ну и часть своих средств тоже мы вложим в это здание. У кого есть возможность, мы обращаемся к предпринимателям, прихожанам, если могут, пускай помогут для строительства дома по улице Гагарина. Можно материалами, не обязательно деньгами. Чтобы оказывать помощь церкви, не обязательно быть христианином. Люди разных взглядов и убеждений могут делать добро. И таким образом окажется соблюденной главная библейская заповедь – «Возлюби ближнего своего».